Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Дом Всевышнего. Глава региона Рамзан Кадыров побывал с инспекцией на строительной площадке столичной мечети. Очередная победа ГТРК в войнах. Каждый год жюри просматривает около 300 работ, присланных с более 70 радиостанций от Крыма до Сахалина. 11-й Всероссийский радиофестиваль прошел в Чеченской Республике. По его итогам были награждены лучшие радиоведущие страны. Наталья Депутатова окунулась в радиоволну. Благое дело. Мы хотим тяжелобольных детей вывести в люди. В честь священного месяца Рабиуль-Аваль в столице прошла благотворительная акция, направленная на адаптацию и раскрытие талантов особенных детей. Глава региона Рамзан Кадыров побывал с инспекцией на строительной площадке столичной мечети. Будущая святыня будет вмещать в себя 4000 прихожан. Дом Всевышнего возводится в уникальном стиле и будет иметь все удобства. Далее расскажет Рамзан Абоев. К своему логическому завершению близится возведение столичной мечети в микрорайоне Олимпийский. Облицовка фасада мансуровским гранитным камнем выполнена, инженерные коммуникации подведены, пол застелен ковром цвета бирюзового жемчуга. Специалисты наводят последние штрихи. Рамзан Кадыров приехал с инспекцией на объект вместе с муфтием Салхом Хаджимежиевым, с куратором строительства Амруди Адильбериевым и другими соратниками. دارشة وتوفيق دل وبالخم هاجين سهلش هذلك ضل بس وصل يوتش دائما شو. У святыни 4 минарета, окружающих основную часть здания. Она расположилась на площади 2400 квадратных метров и сможет вместить 4000 прихожан. Композиция прекрасно сочетает витражные окна с большими люстрами и внутренней отделкой восточно-азиатским стилем. Глава республики вносит свои коррективы, касающиеся деталей оформления. دي حلق وصحم ده لدو يقع سيلقنا إذا قيس خيرات ده توقع إذا ده زين ها ليش البوي ده زعلان ده اسمه حلاوة سيلق كو يزقوا القيد إذا جازلين ده طول شو شو شيء просто ирту شو دوبل سيلق. Глава региона отметил, что необходимо уже сейчас заняться выбором имама, который должен руководить богослужением. شغل بدهين زعلوا تاني وزعلوا مينوت كده أس أختلف ده صبيح كيوان نايت أختلف ده قدر أبيك يوم صبيح كيسو وش يبقى ديري يالوش الحمد لله الحمد لله. После Рамзан Кадыров вместе с религиозными деятелями прочитали салават, восхваляя и возвеличивая любимца Творца. دنيا شو مجد دين وشون يلسمان شوحة خصم غريبوخ يلشون على سنة أي مو خصم مش غريب يلشي قاعدين دوش مجد يختر خص خصم مش غريبوش ده لا يلسمان شوحة قي خص غريبوش ناخذ شو يريجي عدل خصم مشتان خزيقة تعوق الخز دوش ويصلوش ده دنيا آخر شيء خز غيلها هذيك اسمي خمبيلون يماجس لدون حيش يا
Oran عام داخل الوين إذا قعدت بعد صعود حدا كده إستيقظ تقعد يلا ويعكس عنا بوصل دين تضيب له دا مولا دانا ويعكس عن بوصل دين دانا طوله بوصل دين درجه بوصل دان وران دان داهية تا تن بوش دان وران تعدي ساحة عيلم نحكي ونيتوبة. Глава субъекта также оценил внешнее оформление и подсветку. На улице политика поприветствовали грозненцы. Общение с местными жителями дало ему заряд положительной энергии. الموجم دون تعفيس زيادة كده. كده. تعبر موجات سنسيورة. هاي استعدوا سندات سيستوا هاي شلون دو يقترب موجود. يوين حد Да, диабетский вылет, да, дой сядешь. Реакция горожан оказалась очень эмоциональной. Свои впечатления от такой встречи они запомнят на всю жизнь, делятся жители. У нас в Грозном городе происходит великолепное событие. Строится мечеть. Мы очень довольны и очень рады такому событию. Мечеть в шаговой доступности. Ждем не дождемся, когда она наконец откроется. Очень благодарны нашему руководителю Рамзану Кадырову. Было приятно его видеть здесь, разговаривать с ним. Выражаем огромную благодарность. Рамзан, спасибо за такую красивую мечеть. Объект включает два больших молельных зала, один из которых в подвале, а также комнату имама и помещение технического назначения. Задействованы специалисты в количестве там пределов 200 человек одновременно был шпешит. И на объекте все это анбеш был шбор. Таймготен сроки цен дом плачах было. Финансируется и материализация, проблемы вообще более что-то дало. Для горожан построенная святыня – настоящее благо и радость. Тем, кто живет поблизости, тем более. Если раньше для того, чтобы совершить обязательную пятничную молитву, им приходилось ездить в центр, то сейчас это дело 2 минут. На строительной площадке заняты как местные, так и приглашенные специалисты из зарубежья. На данный момент внутри все сделано. Работники заняты настроем акустической системы как финальной части. На сегодняшний день в Грозном построено или восстановлено 142 мечети, архитектура каждой из которых оригинальна и неповторима. В скором будущем очередной религиозный объект прекрасно впишется в архитектурный ансамбль динамично развивающегося города. Рамзан Абуев, Селимон Пукаев, при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Глава Чеченской Республики вместе с внуками Героя России Ахмата Хаджикадырова, а также соратниками провел инспекцию на территории специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат». Руководитель субъекта ознакомился с условиями службы военных. Подробнее в следующем материале. Командир специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР Ахмат Тимур Эдилов с первых минут встречи рассказал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову об условиях, в которых служат бойцы. По его словам, здесь имеется все для комфортного несения служебного долга. Глава Чеченской Республики, личный состав по вашему приказу построен, докладывает командир батальон Эдилов. Вольно. Вольно! Салам алейкум. Молодо что гейне, а Тимуром чёрт чёл, хала, да, вы что себе да сочно. Да, проблема, вот кич надо. Я говорю, городскую группу, хайвош, а оштен писать согласен? إيش وش؟ هو بيسات تجنا دحر أعوش تولي عشان تجنا مش عكار أعوش توتا إيش عم بيأشوا ده أورالش بترولش تيفونش بتأر مسوتينك عك عمنا أجيس مثلا أو شغل إتس عمنا بتأر تاع سلم عشوا رزق عادي
Это первый бөлөр, я такой. Агеста первый бөлөр, да юкш бу, угар дикум. Достамса. Ой, баз, я спорта таятно, иказам таятно, достам, иказам таятно, herkazam şu tişele 13 года içte. İkazam. Полный şu ремонтun da üç. Akçın, osumuna. Hot yakaşatı üç. Kenti bakıyor, ne yapsın da odiyaş bu. Osuğa odiyaş bu koş. Allah da maşallah hız verirsin. Hokan skel rezu şu hakoş dostum. Yet osuma la tu şu kon dostum Ahmet Eliş. Bir yapış ne şey var da sonra çaktalar. Tamam tayo tayo tayo. Şi grafik kote. Şik emoslu. Rezident atan moslu bay. Moslu ma şefa. Tahammulu yaşoç. Hogan kazaki sumudur. Так я что? Да. Глава региона восхитился трофейными боевыми единицами различной техники. Они были поставлены западными странами для поддержки бандеровского режима на Украине, с которым Россия успешно ведет борьбу в ходе специальной военной операции. Ol, ayrıstırtmış, ikazdamış, şimdi jakuz sirtiyor, idrisa yapalım. Haray way yani ne gibi Vay kamber siyada ya. Khayme doga, sa ay waje support to ka. Bayan badri on, aslında ka sa on. Tar konu da şey işte. ذكية تماشى تبي واحد يدور على شيء. والله ريمون شيء لا شيء. يقول صح وقع صح يسنوي بتأر وسم بساعة بتأر إذا هو كلاسي تاش. إنت سووا شو بين باترينا وينفعين ريمون في جماعة تسير ما توش عن يعني إذا أقوى هالشيء سام فيرو شاي علينا شيء برد أميو. هاي طون طوين. الإنجليزي؟ الإنجليزي وهذا شيء. هاي استمعت الإنجليزي باش أوكرانيا إنجليزي يعني كده. إنجليزي يعني كده. هذا شيء دان ديسانتنا متبونكنا رانينشانا ليروش ماشين أرسلنا. آخر شهر نيدرلاند شو полностью إيوكا. Но совместно с Украиной цены боевой машины не так бронировать, я смогу мадаш. Казак М2М, хар казаки просто. هذا الحين. هذا إزيو نيدرلاند شو نو أوكرانيس цены совместно ينو. هر شيء وارتيو هاش أوكرانيسكيو. هاش المينستر أبوران سالي روش كل ماشين شو. هر شيء. خاطر شيء كرازيو. أستاذ شيء. خيليوك. سيرو ما هذا شوي так هما غير دوغا امريكانسكي خايمريو كوبرا هو لو دوسات كاينو دبي اوكرانيا سميسنينو شو احسلون موسو ما يشتي شرا ايزيو سي وازالو سيريم نو تشازالشتون امريكانسكي انجليزكي نيدرلاندسكي شايك دون كروشي اوكرانسكي شاشن ويرجع يوش يلا هو جاي عاوز يا عدد боеприпасы. Боеприпасы. أحمد سيلا الله أكبر. أحمد سيلا. لا تعرف كذا. По словам командира подразделения Тимура Этилова и его бойцов, они готовы к любому приказу, который отдаст верховный главнокомандующий. Для этого они обеспечены всем необходимым в достаточном количестве. Каждый день занятия огневой тактика, сюран, спорт, воин чуасину шмел долу, он нет я. Хордина, чахлуш, кетчлуш, кахюкш, надо нет то да мола. Цхакант. مال عشموات حياة تمام سوبر شاوش كراز رازنيشت يعني كقويقا هذا أوكرانيسكي وارتو مالا أصلا شون برونيو شويزة تاق أمريكانسكي خامر أقي أوكراينا دبي совместно двухсот базин броню разнешт почашка. Благодаря постоянному вниманию ни одно чеченское подразделение не испытывает трудностей несения службы. Напротив, они уверенно подавляют украинских нацистов, защищая мирных жителей от посягательств врага. Турпал Али Тайсумов и Сайдселим Мампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Глава региона во время инспекционной поездки проверил ход строительства обходных дорог городов Грозный и Гудермес. Эти трассы помогут разгрузить автомобильный поток и поспособствуют улучшению логистики транзитного транспорта. На какой стадии работы, расскажет Медина Мударова.
Новая дорога значительно увеличит пропускную способность в субъекте. Восточный объезд города Грозный будет пролегать от столичного аэропорта до федеральной трассы Р-217. Объединяя несколько населенных пунктов, инициатором масштабного проекта является глава региона. Вице-премьер, министр автомобильных дорог Чеченской Республики представил варианты проекта Рамзану Кадырову. دوغ حياتي او ارجو المسكر والحلب يدنقبو هربو وهم فيوت احلق ثانية وانت اغلو هربتون اتال يرسنت ايحال وعابو لي اشتح ومتي هرسيح يول هنات اتخيناها وغروزنا ارجون دايو تشينها تيجاها وانت اليو اولو ومتها زبراو شيو يكميرسكم مش حلوت هوكو والعوا هوكو والحاجة وجهي هوكو الحاجة يوم استلوتشه أبو قدو وجاسك شو أتو دين دولشتو تدولشتو نو أرجوني أجمعير وإي رشاد دلو دوشوكتو يلا إيش سوء إنسخيماي وعد صون إوجه هرولي خيط صون إيش هرجوا هرولي خيط صون أبقد حبوش بودون أبقد جزر ميسا بوش نوكس كذا كاخذ ويسون ويا غالي الأيربورت الحوش الوقت إذا خاكن حريج جزر ميسكي شلينسكي فيديانسكي هالشيء يكوست إشتاسي عدوان أتو بوش بيلت الجيم لقبو خيتسونا خلاها تعال ويبوش بو تشيشن خلك دو خريستو أو وودون مت هو يقال يبلغ قنجي ألوجي شو مشيت وبردور ده تعبوا شو يبريك ده تاريخ حرجة هتن قعدوا بريتين جا مش خريري بوي хорошо. В ходе инспекции глава региона Рамзан Кадыров проверил обходную дорогу города Гудермес протяженностью 36 километров. Из них 9 от Ахмат-Юрта до селения Кашкельды на стадии строительства. هذا بكرة يخرج عسكري ضغط الحيوان شغل الحيوان صبرين يلا وتاخذ شغل الحيوان بين حاول تدور بعض ميتاليسكي كونستركشن شو ورك كونستركشن يو إيرا شيء زصور أق إيش قيت متر لقيه 250 متر إيه ميتاليسكي بريود نسترينش تيجي حرق شيء 250 متر يخي سبت خودا ميدون يقرأ زياسكو إشتوي خوشكل ده حرق وكنو تقيتش متح شو شيء كنت برود لوش يقرأ زياسكو يش أو إس كيلومتر يوافق كيلومتر ويا هني فوت بس واحد كيش من بالبو مجيء كيلومتر يخشر يفوت شقوش دوات شتور بالبودة شيء بيجي شق بيربوش مقارنة. أو نقرأ بو ضغط عليه كاشة عيب المكان إيش تشقباله بچه حالی و رزویاسکه هر رزویاسکه هر لول حال بیش نوتی رزویاسکه خوش کل دی رزویاسکه از یقی رزویاسک شو والله يقني قرب بشين على مصر قاعد بيش مش عندي إيش على رزوياسكيش على لا يبيضوش حلوتي ساعة رزوياسك يا أول هي قصدي تلقيت ليش كده جو سمع ده إن سرحين شغل بيت عالم لا ساعات كان وتشدر العاصمة Новые объекты значительно разгрузят движение на дорогах республики. Они будут удобными не только для водителей, но и пассажиров. Стоит отметить, что руководитель субъекта регулярно контролирует ход работ. Инспекция дорожных шудина аршдон так да не сдолом дон кверт долдела так цунах шавоку дела تحصل هذا قيقي يولجمتش كجا هرشدونه إنسبكتور هقنا دال ملا أصلنا بلش بين بلا وجر خل تان ورزواز كشتاع خل يولدونه أصلنا خل بلش شق بلو. Участок станет одним из самых масштабных и красивых объектов транспортной развязки в республике. Его планируют сдать уже в следующем году. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Саид Али Ампукаев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В доме Рамзана Кадырова состоялись религиозные обряды в честь священного месяца Рабиуль-Аваль. Для начала
Собравшиеся провели коллективную молитву, уже затем они прочитали мавлид, а также совершили зикр Раби-уль-Аваль. Это 3-й месяц мусульманского лунного календаря, который является одним из самых значимых для верующих. В этот период родился пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Завершилась духовная встреча молитвой ко Всевышнему с просьбой о милости всей мусульманской уммы, скорейшей победы и возвращения домой бойцов, участвующих в спецоперации. Под председательством вице-премьера субъекта министра автомобильных дорог Чеченской Республики Абубакара Тумхаджиева прошло очередное заседание правительства региона. Кабинет министров рассмотрел ряд законодательных инициатив. Так, здесь были приняты изменения в постановлении об утверждении госпрограммы развития автомобильных дорог субъекта. Помимо этого, принято постановление об установлении минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики. Всего же членами правительства было рассмотрено 24 новых постановления. Постановление правительства Российской Федерации от 31 августа 2023 года номер 1414 внесение изменений правил представления и распределения межбюджетных трансфертов по финансированию и обеспечению производителей зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, согласно которым ставки объема финансирования сельхозтоварных производителей решено применять количественный коэффициент 0,7. Если при производстве конкретной зерновой культуры в ней осуществлялось непосредственное страхование. Проект постановления правительства Чеченской Республики предусматривает приведение положений республиканского нормативно-правового акта в соответствии с изменением федерального законодательства. 11-й Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» прошел в Чеченской Республике. По его итогам были награждены лучшие радиоведущие страны. В одной из представленных номинаций сотрудница ГТРК «Войнах» заняла 1-е место. О победителях и деталях мероприятия расскажет Наталья Депутатова. Всероссийский радиофестиваль, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, традиционно собирает множество журналистов. В концертный зал в Войнах стекаются люди из разных уголков страны. Гостям зачитали приветственное обращение от главы региона Рамзана Кадырова. Уважаемые журналисты, дорогие гости, друзья, с большим удовольствием приветствую вас всех гостеприимным Грозным. Искренне поздравляю победителей фестиваля «Голос Кавказа». Желаю всем творческих успехов, новых побед и совершения плодотворной работы на благо нашей великой страны. Пусть «Голос Кавказа» и дальше будет звучать, возрождать духовные корни, обычаи, традиции и культуру народов России. С уважением, Герой России, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Среди почетных гостей министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Сегодня мы проводим фестиваль, всероссийский фестиваль, ежегодный всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» уже в 11-й раз в памяти выдающегося политического религиозного деятеля современности, нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, который, как отметили ведущие, стоял у истоков возрождения чеченской журналистики, в принципе, как и всего региона. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы нашли время, принимаете участие в сегодняшнем мероприятии. Мы рады гостям, как мы все помним, многие помнят, видели. В недавнем прошлом Чеченскую республику никто не хотел, да и не мог, в принципе, посещать. Сегодня, Аллах Всевышнему, благодаря эффективной, мудрой, дальновидной, прагматичной политике главы республики, у нас в регионе ежедневно большое количество туристов, гостей, мы этому рады. На конкурсе по 3 номинациям «Утреннее шоу», «Информационная программа» и «Тематическая программа» заявки прислали журналисты региональных радиостанций. Победителем в последней номинации стала Зарета Ларсанова, радиоведущая ГТРК «Войнах». Это стало приятной новостью для всех СМИ региона, сотрудники которых пришли поддержать коллегу и, конечно, для самой девушки. Для меня было ценно само участие в этом конкурсе, поскольку сам конкурс был посвящен памяти легендарного человека, мудрого политика, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я очень надеялась на награду, но не было уверенности, что меня наградят, и поэтому это была неожиданная приятность. Место проведения фестиваля выбирается ежегодно методом жеребьевки. Благодаря этому конкурсу коллеги по цеху могут собраться и обсудить все самые насущные вопросы, проблемы и перспективы в сфере радиовещания, поделиться опытом и отметить лучших журналистов этого года. Этот конкурс объединяет действительно большую радиосемью всей нашей страны.
И сюда, на наш конкурс, на наш фестиваль приезжают радиожурналисты с большим удовольствием, ждут каждый год, звонят нам, интересуются, когда начинается прием работ. Конкурс объединяет всю страну, и те из радиожурналистов, которые не смогли приехать по каким-либо причинам в Грозный на церемонию награждения, прислали свои видеообращения ко всем участникам и организаторам фестиваля. Ну и посмотрим видео о том, как классно у вас там было. Огромное спасибо всем организаторам «Голоса Кавказа», коллегам, удачи, любви к микрофону, слушателю, самому себе, окружающему миру. И все тогда будет получаться. А в Грозный мы еще обязательно вернемся. До встречи. Пока-пока. Радиоведущие всегда остаются за кадром. Слушатели радиоэфиров часто не знают, как выглядят обладатели голосов, проводящих любимые программы и шоу. Этот конкурс знакомит с авторами и дает возможность увидеть любимых ведущих. Слушайте, летели мы более 3000 километров, да, из Ноябрьска, и из Ямало-Ненецкого автономного округа. Я здесь 5-й раз в Чечне, и знаете, впечатления такие. Все очень красиво, все очень вкусно, колоритно, нужно сказать. И конкурсы вот такие, знаете, от них подпитываешься, энергия, да, с коллегами обсуждаешь какие-то тренды, они есть в журналистике всегда, да, радийные какие-то тренды, питаешься, и потом приезжаешь заново и снова на такие конкурсы. Спасибо всем, кто делает такое хорошее дело, как «Голос Кавказа». После традиционной церемонии награждения для гостей выступили артисты со всего юга России. Зажигательная музыка, песни и танцы, конечно, еще больше повысили настроение всем гостям, номинантам и победителям конкурсных программ. Гордость Чечни и Кавказа, ты сын, Рамзан защитный, отчизны своей, для всей России надежный, как щит. Многие артисты приехали сюда впервые, а после увиденного гостеприимства и красоты столицы нашего региона намерены получше познакомиться с Чеченской Республикой и ее заповедными уголками, уже в более спокойной, размеренной обстановке. Регион всегда рад принимать гостей и в качестве туристов, и в качестве конкурсантов такого масштабного мероприятия. Фестиваль «Голос Кавказа» проводится с 2012 года как в Грозном, так и в других городах нашей страны. Это Ростов-на-Дону, Владикавказ, Симферополь, Нальчик, Махачкала, Черкесск и Волгоград. Каждый год жюри просматривает около 300 работ, присланных с более 70 радиостанций от Крыма до Сахалина. Наталья Депутатова, Саидалием Пукаев, Вести, Чеченская Республика. Воспитатель – это профессия, которую выбирает из-за большой любви к детям. Мадина Минтаева работает в детском саду номер 5 «Дики». Свой подход к работе с малышами она представила на Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года-2023» и сразу победа в 3 номинациях. О триумфе представителя дошкольного образования Чеченской Республики в Волгограде Турпал Али Тайсомов. Мадина Минтаева – воспитатель детского сада номер 5 «Дики». После победы на региональном этапе она представила субъект в финале Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2023». И к ее собственному изумлению она стала победителем сразу в 3 номинациях: общественное признание профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования, искусство воспитания и признание от Национальной родительской ассоциации. В номинации «Искусство воспитывать» мы, посовещавшись в институте, решили наградить Минтаеву Мадину. Итак, мы награждаем годовой подпиской на журнал «Семья и школа». Это журнал для профессионалов, это журнал для родителей. И все, что необходимо, расходные материалы к ним, станут большим подспорьем в вашей открытой академии, вашей открытой трудовой академии. Мы поздравляем вас. Поздравляем вас. Огромное спасибо. Организаторы всероссийского конкурса дали высокую оценку работе Мадины. И это неспроста, ведь она представляет ведомство, которое под председательством начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой обеспечивает сотрудников всем необходимым, а также их маленьких детей, которых они воспитывают с чувством большого долга. Я не могу не выразить свою любовь, свое уважение, свою вот действительно благодарность материнскую за традиции, за уважение к русскому языку, за вот тот трепет, с которым вы приходите каждый раз к своим воспитанникам и работаете с ними,
Я могу сказать только одно. Даже идея соты, для меня она воспринимается как идея семьи, потому что пчелы, как мы знаем, да, самые семейные. Ну, что, о чем еще говорить? Спасибо вам. После таких успехов можно констатировать, чеченское подрастающее поколение будет расти и развиваться в самых благих условиях и искренней заботе. Концертная программа стала эффектным завершением конкурса. Турпал, Лолита Исумов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. Глава региона в очередной раз показал эксклюзивные кадры из бахмутского направления в своем телеграм-канале. Спецназ «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой захватили в плен 5 украинских солдат в окрестностях Клещеевки в своем же укрепрайоне. Противник намеревался закрепиться в данной местности, но спецподразделения нарушили их планы. По словам одного из бойцов «Ахмат», буквально за неделю его отрядом уничтожено 28 укронацистов, еще 12 взято в плен. И это только на одном участке довольно обширной линии фронта. Рамзан Кадыров поблагодарил за службу всех защитников Родины, которые, не жалея себя, круглосуточно находятся на передовой. Вчера был штурм в районе Клещеевки, южная часть Бахмута. Совместно 4-я бригада спецназом «Ахмат» продвигались по позициям противника, заняли огневые точки пулеметчика и стрелковые точки. Во время штурма давали команду артиллерии, минометчикам, и БМП тоже отрабатывала. Да, противник начал активно использовать кассетный боеприпас, накрывать военнопленных своих, которых мы взяли в ходе штурма. На юго-восточной части Грозного уничтожили 32 взрывоопасных предмета. Служебно-боевые задачи по инженерному обследованию и разминированию территории провели сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Чеченской Республике по поручению начальника управления Шарипа Делимханова и в связи с обращением мэрии города. После идентификации опасных находок было установлено, что боеприпасы запрещены к перемещению и транспортированию. Было принято решение об организации подрывных работ на месте с соблюдением всех мер безопасности взрывотехники. ОМОН «Ахмат» Грозный и ОМОН «Ахмат-1» на месте уничтожили боеприпасы накладным зарядом. Проводится у нас уничтожение взрывоопасных предметов, обнаруженных в ходе обследования территории, такие как 152 миллиметровых артиллерийских снарядов, противопехотных мин ОЗМ-72, а также ТМ-60, а также ручные гранаты. В Грозном прошла благотворительная акция для особенных детей в честь наступившего священного месяца Рабиуль-Аваль. Мероприятие организовано проектом «Равные возможности» в рамках программы «Детские сердца», в котором зарегистрировано более 100 ребят. В торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» для них подготовили насыщенную программу. Участие приняли и артисты чеченской эстрады. Целями является помощь в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и раскрытие их потенциала через творчество. Мы хотим тяжелобольных детей вывести в люди, хотим, чтобы они себя показали точно так же, как и все не особенные дети. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.